В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В рамках празднования Дня народного единства в Якутске состоится второй республиканский антифашистский форум. Его цель – консолидация усилий по сохранению исторической памяти, создание условий для формирования патриотического воспитания граждан, развитие межпоколенческого взаимодействия. Гость у нас в студии – участник форума Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, ветеран боевых действий на Донбассе. Игорь Владимирович, приветствую. Юрий, добрый. Вы часто приезжаете к нам в Якутию и стали большим другом нашей республики. Почему именно Якутия стала такой близкой и дорогой? Вы знаете, я сегодня, когда ехал из аэропорта, на улице морозно, а что сразу меня тронуло, это теплота души человека, который меня встретил. И также в Якутии я за эти годы познакомился с большим количеством людей, которые излучают, знаете, вот такую теплую, чистую, хорошую энергию. И я горжусь, что знаком с очень многими представителями народа Саха и жителями республики, которые сегодня помогают очень много Донецкой Народной Республике не только отстаивать нашу независимость, но и строить мирную жизнь нам. И это очень ценно, поэтому для меня честь быть здесь, честь быть знакомым с людьми, которых воспитал вот ваш край. В начале выпуска мы сказали, что цель вашего визита – участие в антифашистском форуме. Как вы считаете, насколько сегодня актуальна эта тема, что такое сегодняшний фашизм и каков его современный облик? Фашизм, на самом деле, он показал себя воочию во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. И, скажем так, благодаря, в кавычках, фашизму погибло фактически 100 миллионов человек. И сегодня фашизм используется либеральными кругами для формирования каких-то новых политических элит. Вот, например, как на той же Украине, где для того, чтобы быстро сформировать некий этнос, некое государство, некий антипод России, антироссию, необходимо было это сделать очень быстро. И поэтому они от создания национальности, от создания национального государства, они очень быстро эту тему сдвинули в сторону нацизма, в буквальном смысле этого слова, и фашизма. Как это проявляется? Это проявлялось в том, что там убивалось все, что касается русского языка. Там проходили чистки по культурным признакам. В принципе, то же самое, что было при фашизме. Вот помните, как при фашизме сжигали книги? Точно так же на Украине сжигали русские книги, переименовывали улицы. Они запретили часть нашей общей истории, которая касалась советской эпохи. Они разделили наше участие в Великой Отечественной войне, переврали историю. То есть все то, что делалось при фашизме. Почему? Потому что ведь фашизм — это не только там какое-то проявление, там концлагеря, убийство людей. Это же, скажем так, изменение культурного пласта вообще в государстве. Вот это вот мы ярко видели на территории Украины. Я сам пострадал от этого, 4 года был в украинском плену и видел, как на моих глазах за инакомыслие людей просто садили в тюрьму и вот сжигали мосты с Россией и сжигали мосты именно на принципах национализма, нацизма и фашизма. Насколько мне известно, у вас очень плотный график пребывания в регионе, но вы все-таки нашли время для встреч с подрастающим поколением. Как вы считаете, насколько это все-таки важно, встречаться с детьми? Первое. Есть такая русская пословица: человека надо воспитывать, когда он лежит не вдоль лавки, а поперек лавки. Да? Почему? Потому что в детстве закладываются основные принципы, ценности, понятие любви, понятие патриотизма, понятие любви к родине, к своему городу, к своей улице, к своему дому, к папе, к маме, к государству. И вот эта любовь, она должна прививаться с детства. И есть еще такая пословица, не пословица, а высказывание одного западного высокопоставленного чиновника времен Второй мировой войны, который говорил: войны выигрывают не генералы, войны выигрывают учителя и пастыри.
ну, то есть, ну, как бы по-нашему, священники. Это говорит о чем? О том, что мы должны закладывать в подрастающее поколение то, что потом прорастет такими ростками, которые позволят нашему государству существовать дальше и развиваться устойчиво по предсказуемости. То есть мы должны правильно передавать своим поколениям новым правильную информацию, вот как нам передавали наши родители, для того, чтобы мы могли сохранить свою семью, чтобы мы могли сохранить свою маленькую родину, чтобы мы могли отстаивать свою большую родину. То есть вот для этого необходимо работать с подрастающим поколением. И мы видели, что за 30 лет вот этой либерализации России это привело к тому, что мы чуть не потеряли молодое поколение. И слава Богу, что этого не состоялось, потому что есть такое понятие генетика, генетическая память, что они гордятся нашей историей, гордятся своими прадедами, гордятся победами нашего народа в различных стройках, и, скажем так, и в трудовых, и в военных каких-то делах. Поэтому с ними надо разговаривать, потому что если мы не будем с ними разговаривать, то через различные информационные каналы с ними будет разговаривать враг. А сегодня никто не отменял информационную и когнитивную войну. Поэтому, если мы не будем работать с нашим подрастающим поколением, будет битва за умы, и мы эту битву за умы просто проиграем. Игорь Владимирович, как вы считаете, почему именно Украина стала оплотом Запада в войне против России? Вы знаете, был как-то фильм ужасов, я помню, еще очень маленьким был, один из западных фильмов, когда твоя рука начинает тебя душить. То есть вот ее даже отрубили, она к тебе подбегает и все равно пробует в тебя вцепиться и пробует тебя задушить. Примерно то же самое и Украина. Украина — это часть нашего менталитета, да? Это часть нашего русского мира. Да? Это вот, если брать человеческий организм, это часть нашего организма. Когда-то они пробовали развалить нас через Северный Кавказ. Вспомните первую чеченскую, вторую чеченскую кампанию. Ведь они пробовали развалить Россию через войну там. Создавали, вспомните, какие были информационные посылы, когда в свое время НТВ там камня на камне не оставляла на российской армии, критиковала, там, когда служба была непрестижной и так далее. И тогда они не смогли этого сделать. А потом они поняли слова Збигнева Бзежинского, что без Украины Россия всегда останется недогосударством. Как он говорил, не будет Евразийской империей, а будет Азиатской империей. То есть он понимал, что отрубив Украину, да, он отрубил часть нашей души. А вот, ну как вот можно себе представить, что человек будет жить без части своей души? Наверное, и нет. Да? Вот поэтому мы сейчас на Украине захватываем какое-то государство, да? Условно говоря. Мы свою душу возвращаем. Да? Мы восстанавливаем историческую справедливость. И что интересно, что за эту историческую справедливость в свое время, и не только во время Великой Отечественной войны, а в то время, когда осваивалась вот эта территория, которая сегодня называется Украина, еще в екатерининские, потемкинские времена принимали участие, в том числе и жители представители великого народа Саха-Якутии, потому что отсюда, в ту сторону, уходили полки. Отсюда, из Бурятии уходили воины, и вместе с русскими, то есть в рамках нашей русской армии, осваивали эту территорию. А потом наши с вами предки осваивали промышленно, то есть в промышленном плане эту территорию. Донбасс осваивали, строили предприятия, строили Днепрогэс, строили много различных. Потом отстаивали во время Великой Отечественной войны эту территорию. Мы не имеем на нее права? Имеем точно такое же право, да? И, наверное, даже побольше, чем те люди, которые сегодня представляют вот эту недоукраину. Зеленский и же с ними. Расскажите, как сегодня идет восстановление освобожденной земли, каковы главные достижения на этом пути и какие основные сложности имеются, и как идет восстановление, в частности, Кировского и Докучаевского, которые закреплены за нашим регионом? Я уже в самом начале говорил, что я очень благодарен жителям Саха-Якутии за то, что они помогают нам не только отстаивать нашу независимость, но и строить нам мирную жизнь. Потому что наши женщины, дети, старики, вот те, кто не защищены во время этой войны, которые не могут взять оружие в руки. И вот мне и
нашему руководству и нашему народу очень приятно, что народ Саха-Якутии рядом с нами и помогает нам восстанавливать мирную жизнь. И я являюсь свидетелем очень многого того, что сделал Саха-Якутия для нашей республики. Сначала вы начали восстанавливать наше Кировское, где было завезено новое медицинское оборудование, восстанавливались школы, восстанавливались дороги, восстанавливался наш православный храм, в котором сейчас уже идет служба. И отец Георгий очень благодарен за эту помощь и поддержку. И мы вспомним, что храм старый, который существовал на этой же территории, что с ним произошло в 2014 году? Его разбомбили кто? Киевский режим. Погибли люди в этом храме. А Республика Саха-Якутия позволяет нам не только социальные объекты, да, то есть она позволяет вот вспоминать о нашем духовном. А это для нас это очень важно. И когда Кировское было, ну, то есть достаточно много было сделано, то республике доверили еще Докучаевск, который тоже сильно пострадал, который находился рядом с Волновахой. Там сейчас тоже идет восстановление на десятки миллионов рублей, восстановление социальных объектов, дорог, и мы за это очень благодарны Саха-Якутии. И Арсений Сергеевич очень часто бывает у нас в гостях, и я не единожды видел, как он курирует восстановительные работы, как он общается с военнослужащими. И это тоже великое дело, когда ваш глава посещает достаточно опасный регион. А проблемы, ну, проблемы, не знаете, как есть, какие у вас проблемы у нас. Это и водоснабжение. Сейчас у нас очень большие с этим проблемы. И, кстати, в Кировском ваши инженеры помогли нам с этой проблемой справиться, и, скажем так, очищая те воды, которые находятся в шахтах. Что ж, Игорь Владимирович, спасибо вам, что нашли время и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.